Хищник бесшумно заползает в ванную, обвивает шведскую стенку и даже забирается в кровать, чтобы отдохнуть на руках у хозяина. По словам Андрея, изначально его питомец не превышал 50 сантиметров в длину. Но сейчас диаметр его тела достигает 15-20 сантиметров, а вес приближается к 40 килограммам. Все, если что-то лежит на полках, оно будет оттуда уронено, если питон будет без присмотра. Он висел у меня на люстре, он срывал у меня карниз, ну, собственно, плафоны с люстры тоже ронялись. Несмотря на внушительные габариты и грозный облик, питон относится к неядовитым змеям. Благодаря этому Андрей без последствий пережил около 10 укусов домашнего любимца. В основном это было в детстве, когда мы еще привыкали друг к другу. Потом, ну вот, опять же, ошибки при кормлении, когда он захватывал мою руку вместе с кормовым объектом, когда я не помыл руки после чебуреков, и он решил, что это еда, и надо ее попытаться съесть. Петербуржец добавил, что со временем между ним и питоном установилась крепкая связь. Теперь 4-метровый хищник каждую ночь охраняет сон любимого хозяина, сворачиваясь в ногах. Просыпается, приползает, кладет мне голову на плечо, соответственно, если я там не встаю раньше, не ухожу, то таким образом как бы будет меня. То есть, ну, не знаю, меня это очень умиляет, когда я вот просыпаюсь, у меня тут вот голова питона на плече. Мужчина отметил, что доволен выбором домашнего животного, поскольку рептилия отличается спокойствием и не издает громких звуков. А глядя на нее, можно расслабиться, думать о вечном, о приятном.